Друзья, приветствую вас на моем канале. Давненько меня здесь не было. Ничего особо я не выпускал. Я давно хотел выпустить этот подкаст с ответом касаемо темы осетинских танцев. Но потом случилась беда. Мой родственник по материнской линии, находящийся в зоне СВО на Украине, он пропал. И вот уже, считай, месяц он считается пропавшим без вести. И, по всей видимости, прогнозы не самые утешительные. Вот. Но, несмотря на это, жизнь продолжается. И я дал слово, что ответ этот с моей стороны, он все же последует. Дело в том, что несколько месяцев назад один кабардинский блогер, его зовут Аскер Хаширов, он записал видеоролик, в котором делает негативный упрек в адрес осетинской культуры и осетинских танцев, заявив о том, что осетинский танец симт — это на самом деле никакой не осетинский танец, а якобы полукалька кабардинского танца уч. И после выпуска его этого видео я во вкладке «Сообщество» в YouTube сделал запись о том, что с моей стороны последует незамедлительный ответ на это его видео. Потом я так подумал, что зачем нагнетать обстановку, тем более с кабардинцами у нас нет каких-то таких особых расприй. И в общем и целом осетины и кабардинцы довольно-таки дружно общаются. И я не стал давать ему видеоответ. Но потом, по прошествии 2-3 месяцев, он выпустил второе видео, также касаемо этой темы, касаемо осетинских танцев. Он продолжил тему того, что осетины якобы своровали этот танец у адыгов, дав название ему, осетины дали ему название симт. Вообще, я хотел эту тему видеоответа Аскеру Хаширова разбить на 2 видео. В первом этом видео, в сегодняшнем видео, я разберусь с танцем симт, а потом через некоторое время, не знаю, может через неделю, может больше, может меньше, я выпущу вторую часть разбора его обвинений, претензий, называйте как хотите. Уже это будет не за танец симт, уже будет за другие вещи. И давайте сейчас вкратце разберем его высказывания и претензии. Из его первого видео, которое вышло около 3 месяцев назад. Давайте посмотрим. Мира и здоровья вам. Он говорит: мира и здоровья вам. Извините, говорить о мире, когда к одной из сторон, в данном случае к осетинской, ты имеешь предвзятое какое-то отношение, это уже, на мой взгляд, говорит о каком-то лицемерии. Да ладно, идем дальше. В принципе, нормально. Джоев пишет. Он указывает на существование кабардинского танца удж, который упоминается в 1840 году. Нормально. Также он пишет, что об осетинском симт упоминаний не было. До 1936 года. 1936 год — это совсем недавно. В этот год родился брат моего отца. Неужели это какая-то древность? Тут такой момент. И здесь, в этом видео, он разбирал статью некоего Л. Джоева, в котором тот пишет, что танец симт был поставлен балетмейстером Владимиром Хитогуровым в 1936 году. Исходя из этой статьи, Аскер Хаширов делает вывод, что до 1936 года, прошу запомнить эту дату, до 1936 года, никакого танца симт у осетинского народа не существовало.
То бишь ни о какой древности этого танца, этого осетинского танца, говорить не приходится. Ну, вы поняли, да? В 1936 году там осетинские хореографы взяли танец, кабардинский танец Уч и переименовали его в танец Симт. Вот так утверждает Аскер Хаширов. Вот только я вам докажу, что и вы, Аскер Хаширов, и Эл Джоев, в данном вопросе вы не правы. И что танец Симт упоминается также и до 1936 года. И прежде чем делать какие-то неоднозначные выпады в адрес культуры осетинского народа, для начала вы бы лучше вникли в суть этого вопроса. Давайте дальше послушаем, что говорит этот герой нашего сегодняшнего подкаста. Не было народного танца Симт, в который потом хореографы внесли какой-то, свои какие-то изменения. Самого танца этого не было, Симт. То есть народного, древнего, сакрального и так далее. Вот этого танца не было. Я вам сейчас объясню и покажу. Да что ты, черт побери, такое несешь? Вот в 1936 году первое упоминание Симт. Почему? Это не значит, вот можно предположить, что этот танец существовал, но о нем просто не говорили. Теоретически, да, предположить. Но давайте возьмем тогда работу Коста Хитагурова. Вот смотрите, Аскер Хаширов приводит в качестве доказательства этнографический очерк Коста Хитагурова, который называется «Особа». Этот очерк Коста Хитагуров написал, будучи свидетелем всех тех событий, которые он сам лично видел. Событий, происходящих в осетинском обществе в период жизни Коста в горном селении Нар. И Аскер Хаширов говорит о том, что вот в этом этнографическом очерке Коста Хитагуров ничего не говорит за танец Симт. Ну, понимаете, если бы Хитагуров был бы каким-то там культурологом, этнологом или историком, то тогда было бы совсем другое дело. Но в том-то и проблема, что Коста Хитагуров был писателем в первую очередь. Но вот если бы Аскер Хаширов привел цитату какого-нибудь этнолога, историка, который занимается изучением этих всех вопросов, в данном случае изучением культуры осетин, то тогда вопросов бы к нему не было. Что я хотел здесь сказать, что в случае с Коста Хитагуровым, Аскер Хаширов малость просчитался. Чуть позже я приведу непосредственно цитаты Коста Хитагурова, где он все-таки упоминает за танец Симт. Но это будет чуть позже. Давайте с вами дальше послушаем, что говорит Аскер Хаширов. Поэтому я в этот вопрос влезаю только потому, что здесь затронута кабардинская культура. Адыгская. Вообще, да, это общая адыгская культура, и танец адыгский. Он не только кабардинский. Только из-за этого. Если кому-то что-то не понравилось, я готов в научной дискуссии решать этот вопрос. И давайте все-таки с вами разберемся, на самом ли деле, как говорит Аскер Хаширов, осетины переняли танец Симт у кабардинцев. И для решения этого вопроса мы с вами воспользуемся работой нашего выдающегося ученого, имя которому правильно Василий Иванович Абаев, и его незаменимый труд, который я считаю одним из самых наиболее значимых во всей его научной деятельности. Этот труд называется «Историко-этимологический словарь осетинского языка». Кстати, я советую всем осетинам, которые мало-мальски увлекаются историей осетинского народа, скачать этот словарь, читать его, изучать. Очень, очень интересная вещь. Но давайте для начала узнаем, кем был сам Васо Абаев и каких регалий
он достиг за всю свою научную деятельность, чтобы мы имели представление, с кем мы имеем дело. Василий Иванович Абаев. Годы жизни. 15 декабря 1900 год. Селение Коби, Тифлисской губернии. Дата смерти 18 марта 2001 года. Москва. То есть Абаев жил 101 год. Советский и российский ученый, филолог, языковед, иронист, краевед и этимолог, педагог, профессор. Действительный член Королевского азиатского общества Великобритании и Ирландии. Этот титул он получил в 1966 году. Член-корреспондент финно-угорского общества в Хельсинки. Это в Финляндии. В 1973 году. Заслуженный деятель науки РСФСР. Заслуженный деятель науки Грузинской ССР. Это получил в 1981 году. Лауреат Государственной премии СССР. 1981 год. Первый лауреат Государственной премии имени Костали Ивановича Хитагурова в Северной Осетии. В 1964 году. Его труды по осетинской и иранской этимологии, осетинскому фольклору, иронистике, общему языкознанию являются бесценным вкладом в отечественную культуру и филологию. Автор ряда литературоведческих работ, посвященных поэме Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Конец цитаты. Этот текст был взят из сайта Википедии. Я думаю, в Википедии смотреть за Аскера Хаширова смысла, думаю, нет. И все те сведения, которые указаны в этом словаре Васо Абаева, позволят мне доказать, что Аскер Хаширов в этом вопросе касаемо танца симт, он не прав. По крайней мере, тонны литературы и кучей книг я заваливаться не собираюсь. Мне достаточно хватило одной вот этой книги, чтобы доказать ему обратное. И давайте заглянем на этот самый словарь и найдем там слово «симт». «Щимт» в дегорском варианте «щинт». Старинный хороводный массовый танец. Танцующие выстраивались шеренгой, девица, мужчина и так далее. Мужчина брал под руку девицу. Затем правая нога танцоров выдвигалась немного вперед. В этом положении стена танцующих, переступая с ноги на ногу, медленно двигалась вправо до момента, когда первая пара выходила из общего ряда, принимая перпендикулярное к шеренге положение. За ней отрывалась вторая пара и так далее. Каждая пара двигалась вперед, попеременно выбрасывая легким кругообразным движением то правую ногу вправо, то левую влево. В результате общий рисунок движения пар получал зигзагообразный характер. Совершая полный круг, пары вновь выстраивались в одну шеренгу и так далее. Туганов. Осетинские народные танцы. Сталинир. 1957 год. Страница 17-20.
Симт сопровождался раньше хоровым пением. Теперь исполняется под инструментальные наигрыши. Вот здесь хочу подметить. Аскер Хаширов является таким экспертом в симде, что он сказал, что симд не исполнялся под хлопанье в ладоши. Вот он знает это 100%. Ну вот хлопанье в ладоши, ну вряд ли это симд, правильно? Вообще никак не похоже. Миша, скажи, что ты такой умный? К вашему сведению, Аскер Хаширов, если симд сопровождался хоровым пением, то в осетинской песенной культуре там обязательно будет присутствие и хлопанье в ладоши. Ну, не надо говорить, понимаете, того, чего вы не знаете. Вот. Идем дальше. Симд неоднократно упоминается в героическом эпосе «Осетин», сказание о нартах, как излюбленный танец нартовских богатырей. Кстати, про нартские сказания я еще раз хочу упомянуть. Я этой темы коснусь во втором видео. Судя по сказаниям, практиковался и чисто мужской симд. Он начинался в медленном темпе и, постепенно ускоряясь, достигал такой бурной силы и стремительности, что более слабые участники рисковали в нем целостью своих конечностей. Северо-Осетинский научно-исследовательский институт, 1945 год. Именно во время симда герой Батрас, танцуя в паре с сыном кривого великана, так его покалечил, что тот еле дополз домой. Нартские сказания, страница 213-216. Согласно одной песне, исполняющие симд находят Божью милость. Смотрите ниже под словом «щимен». Это указывает на ритуальное значение симда, как и свидетельство одного сказания, что симд не прекращался даже тогда, когда враги, агуры, грозили ворваться в селение. Нартские сказания, 307, страница 307. Нарт жилахары шараштой штыр шимд, ахам шимд, ама шажех шабыны рышти. Нарты устроили на равнине Зилахар великий симд, такой симд, что земля дрожала под ними. Нартские сказания, это ссылка Нартские сказания, страница 213. Шимд тенгей тенгдер каны. Симд становится все более бурным. Это опять у нас идет ссылка на Нартские сказания, страница 215. Дуне чижита шимды лаудышты, айзы харжарыштер, айзы расшухтер. Множество девушек стояло в симде, одна другой наряднее, одна другой красивее. А вот тут у нас поинтереснее будет. Вот смотрите, как эта ссылка называется. Коста 136. Давайте посмотрим, что это у нас идет за ссылка. Коста. Это Коста Хитагуров. Полное собрание сочинений. Том 1. Издательство Академии наук СССР. 1939 год. То есть вы поняли, Коста Хитагуров сам жил в 1906 году, он умер. Вот уже после его смерти в 1939 году сделали сборник всех его публикаций, там даже вот статьи, по-моему, газетные статьи тоже вошли в этот сборник. Так что Аскер Хаширов, оказывается, упоминает Коста Хитагуров за танец симд. И видите как, нужно было, что называется, более углубленно вникнуть в суть этого вопроса. То, что Коста Хитагуров написал на русском языке, это еще не говорит о том, что он не упоминает за танец симд в осетинских публикациях. Идем дальше. Шимды кубасавай, от за шимен калы. Уж если вошел в симд, то надо плясать. Это такая вот народная осетинская поговорка. Ну, как говорит Аскер Хаширов, если вот танец симд упоминается только в 1936 году, то, скорее всего, это народная, подчеркну еще раз, народная осетинская поговорка бытовала
только после 1936 года. Так, идем дальше. Дегорская ссылка у нас дальше пошла. Нарти Шинт. Нартовский синт. Это у нас идет ссылка Сопам 2.25. Синт служит здесь завязкой и сюжетом целого сказания. Так, Сопам — это у нас полное название этой ссылки. Сопам 2. Памятники народного творчества северных осетин. Римская цифра 2. Это у нас идет 1927 год. Вот, пожалуйста. Не 36-й, уже хорошо. Идем дальше. Опять дегорская ссылка. Кубавса дунца от самаюнца. Цахзалда торге ангом уазаущинт. Когда они насыщаются едой, то устраивают на покрытом зеленой травой дворе сомкнутый торжественный щинт. ОЭП 62. Так, ОЭП смотрим. Василий Иванович Абаев из осетинского эпоса. Издательство Академии наук СССР. Москва-Ленинград. 1939 год. Ну что ж поделать. Не завязочка. 39 год. Позже, да, 36-го. Ну, благо, что есть ссылки до 36-го года. Так, идем дальше. Опять дегорская ссылка. Хвастонца Шинди Анвестрей. Карк, Ама и Бабус. Взялись за щинт бок о бок курица и утка. Гурджибети Амбургонт 105. Амбургонт — это сборник. Сборник Гурджибети Блажка. Был такой дегорский поэт. Годы жизни его были 1868-1905. То есть, а сам этот сборник Гурджибети Амбургонт вышел в 1969 году. Ну, то есть, вы поняли, да? В 1969 году вышел сборник всех стихов Гурджибети Блажка. Годы жизни этого дегорского поэта были с 1868 по 1905. То бишь, Гурджибети Блажка писал свои стихи еще в 19 веке, где он в одном из своих стихотворений упоминает слово «щимт». Ну, получается опять, Аскер Хаширов, вы оказались в пролете. Слово «щимт» у осетинского народа также фигурирует еще и в 19 веке. Далее идем. Следующее слово «щимен». Щимен по-дегорски «щемун». Щемун – это исполнять танец симт. Ну, вот тут перевод этого слова идет. Исполнять старинный хороводный танец, то бишь симт. Вот опять здесь идет ссылка на нартские сказания. Нарта иурамма артымбалышты щимт шараштой ама щименс. Нарты собрались в одно место, устроили симт и танцуют. Нартские сказания, страница 307. Расаут амашимым накару бавжарам. Выходите и будем танцевать. Испытаем нашу мощь. Это у нас идет опять нартские сказания, страница 214. Мема рашим зураем урыжмак. Станцуй со мной. Обращается к ней урузмак. Опять у нас идет нартские сказания, страница 234. Юнак хетак занашимта на кафеди. Один только хетак не принимал там участие в симде и плясках. Это у нас опять идет ссылка Коста, страница 137. Так, давайте посмотрим полное название этой ссылки. Коста Хитагуров. Полное собрание сочинения. Том 1. Издательство Академии наук СССР. 1939 год.
Фашиват науил юма шименс. Молодежь на траве вместе ведет хоровод. Бар 117. Так, бар это у нас Боситы барон. Сины Бонта. Орджоникидзе 1900... Неувязочка опять. 37 год. Ну, что поделать. Ну, после 36 года. Ну, как бы невелика потеря. Да? Так. Идем далее. Фашиват науазенс шакафен шашимен. Молодежь не прекращает плясок и симда. Вот. Это у нас опять идет Коста. Страница 226. Еще раз повторюсь полное название этой ссылки. Коста Хитагуров. Полное собрание сочинений. Том 1. Издательство Академия наук СССР. 1939 год. Идем далее. Урежби ючишгл на хасади. Ама шимон райдетта. Шим цади аттедар. Шимджита и в той карази. Урузби взял под руку одну девушку и стал танцевать. Сим продолжался дальше. Танцоры сменяли друг друга. Арсен 77. Так, Арсен это у нас идет. Косойты Арсен. Разерт Амбергонт. Фыцакчинек. Орджоникидзе 1934 год. Вот. Раньше, чем 36-й. Уже хорошо. Так. Идем далее. Далкух, волкух. Нехасадышты. Ама кауэн яю короной енна коронма шименс вынкты. Они взялись под руку и танцуют симт на улицах. От одного края аула до другого. Черм 97. Это у нас идет Чермен. Машкуйта Зуренс. Сталинир 1935 год. Сталинир это у нас раньше назывался так город Цхинвал. 35 год. То есть не 36-й. Так, идем далее. Лапута Архайтой Фариджа Тимарашиманул. Парни старались потанцевать симт в паре с Фаризят. Черм 129. Ну, это у нас опять идет. Чермен, Машкуйта Зуренс, Сталинир, 1935 год. Аршимут Матымбал Шимдай. Извините, я не понял. Аршимут Матымбал Шимдай. Это вот такая народная осетинская песня. Да? Аршимут Матымбал Шимдай. Райда. Это... Как этот танец называется? Нартоншин. Вот. Станцуйте-ка круговой симд. Из припева во время исполнения симда. Так, далее у нас идет дигорская ссылка. Щемунца, кафунца, нартик гуппургинта. Танцуют, пляшут нартовские богатыри. Сопам 2, страница 25. Так, Сопам это у нас опять идет памятники народного творчества северных осетин. 1927 год. Далее опять дигорская ссылка. Ищемета, адлакон, адзаронт. Спляшите, и млад, и стар. И ас 2, 379. Так, и ас это у нас идет Ирон Адамы Шфолдыштадт. Орджоникидзе 1961 год. Творчество осетинского народа переводится. 61 год это уже, конечно, это уже не 36-й. Тут как бы разговора нет. Далее идем. Опять дигорская ссылка. Ращемета, Хуцави, Хуарзанха и Щерета. Станцуйте, вы найдете Божью милость. ДЗ 82. Так, ДЗ это у нас Дигорон Зарта. В переводе на русский Дигорские песни. Из архива профессора
Георгия Кокиева. Сам Георгий Кокиев, он был историком, кавказоведом. Он был родом из селения Христиановское, это ныне город Дигора, то есть был дигорского происхождения. И я за него читал, годы его активной научной деятельности приходились на 30-е и 40-е годы 20 века. То есть вот этот сборник Дигорон Зарта, он собирал вот эти все дигорские песни, по всей видимости. Это были народные дигорские песни. И если учитывать, что народная песня имеет возраст минимум там, лет 50, как минимум, да, и опять-таки я повторюсь, что годы жизни этого ученого приходились на 30-е и 40-е, то есть, отнимите, да, там, грубо говоря, 40-й год, 1940 год, отнимите там 50 лет. Это получается там, конец 19 века. То есть, у Георгия Кокиева в его архивах, где упоминается танец Симд в одной из песен, да, это как минимум это конец 19 века этой песни было, а то даже, наверное, и старше. То, что не 36-го года, опять это уже хорошо. Я думаю, достаточно доказательств здесь было приведено, чтобы Аскер Хаширов оказался, что называется, в невыгодном для себя положении. Да? Так, идем далее. Вот у нас идет еще одна дигорская ссылка. Аршита лаплапгангай кафун машемун байдаются. Медведи, грузно подпрыгивая, начинают плясать и танцевать хороводом. ОЭП 56. Так, ОЭП это у нас идет Василий Иванович Абаев из осетинского эпоса. Издание Академии наук СССР. Москва-Ленинград. 1939 год. И давайте сейчас с вами почитаем, что пишет Абаев за происхождение этого слова. Заранее хочу сказать, что это слово имеет связь с кавказским народом, но не с адыгским. А с каким именно, мы сейчас с вами узнаем. Вот объяснение Васу Абаева, как он из его анализа, откуда он ведет происхождение этого слова. Всеволод Миллер не без колебания сближал с древнеиндийским сам, самьяти, стараться, трудиться до изнеможения, уставать, выбиваться из сил. Внушает сомнение прежде всего семантическая сторона. Верно, что при исполнении симда некоторые ретивые танцоры доходят до изнеможения, но вряд ли танец мог получить название по этому признаку. Представляется более вероятным, что осетинское щим, дигорское щем, примыкает, внимание, к грузинскому сама, самая, арабское, персидское сама, грузинское самая. Сама – название танца роква, суспарий. Ссылка идет у нас Саба 292. Но я не буду эти ссылки, я их не стал вдаваться, они не имеют никакого, в данном случае они не имеют никакого для нас значения. Хоровод. Роква, да, то есть роква это хоровод грузинский. Считается одной из разновидностей хороводного танца перхули. Заметьте, я сейчас не заматерился, это название грузинского танца такое. Исполняется отдельно мужчинами и женщинами, или теми и другими вместе. У горцев-грузин, пшавов, близких соседей осетин, записана песня, которая начинается словами «Я спляшу, сама я в бурке мохнатой». В сванском отмечено «суимра», название ритуальной процессии.
Советская этнография, 1936 год. Имеет ли оно сюда отношение, не беремся судить. Источником и осетинского «щем», и грузинского «самая» следует считать арабское, персидское «сама», ритуальный танец дервишей. Дервиши – это мусульманские монахи исламские. Ну, по всей видимости, что я хочу сказать, что слово «сама», оно является, наверное, более древним, чем появление ислама. Но потом уже оно перекочевало, когда уже, по всей видимости, когда зародился ислам, это слово уже перешло и в мусульманскую веру. Но это я пропущу. В практике суфийских мистиков сама как сочетание музыки вокальной, позднее инструментальной, самозабвенной коллективной пляской получила ритуальное значение и служила средством для приведения участников в состояние мистического экстаза. Так, что еще хотел? Ну, тут идут ссылки различные. Судя по той роли, какую симт играет в нартовском эпосе, слово вошло в осетинский язык достаточно давно. То есть Абаев это сам об этом указывает. С фонетической стороны сближение щемун с сама, грузинское самая, не встречает серьезных препятствий. Различие огласовки могло быть результатом и эпентезы, то есть вот идет самая, переход, сайма, переход в щем, в осетинское щем. Смотрите также симт. В генезисе возможно не арабское, а древнеиндийское самая, совместный ход. То есть, да, мы с вами до этого увидели, да, что в арабском языке вот эти сама – это танец мусульманских монахов. И вот Абаев пишет о том, что, по всей видимости, что это слово не арабского происхождения, а древнеиндийского, ну или иранского, как мы с вами знаем. Индия и Иран, они как бы, по своему языку, они были более такие близкие. Вот именно арии, арийцы, они зародились там, вот в этом регионе, Индо-Иране. Это что написал Абаев. И давайте с вами посмотрим, чисто для интереса, сравним грузинский танец самая и осетинский танец симт, я думаю, показывает смысла нету. Просто посмотрим на танец самая. Что из себя представляет грузинский танец самая. Давайте посмотрим. Вы сейчас сами все увидели, да? Никакого сходства этого танца самая с осетинским танцем симт вообще нету. Абсолютно. Но Абаев здесь упомянул за танец перхули. Грузинский танец перхули. И интересное, да, такое слово? Прикольное. Вообще, этот самый пер, да, не буду дальше продолжать, он бывает разный. Есть там, у сван есть свой пер, у грузин-рачинцев есть свой пер, у мингрелов
также свой. Ну, то есть, вот такой общий такой грузинский танец. Есть некоторые разновидности этого танца. Вот. И если посмотреть на этот танец, то можно, в принципе, что-то похожее здесь увидеть и с осетинским танцем синт. Ну, давайте посмотрим на танец пер-хули. То есть вы сами сейчас все увидели, да? Что-то вот схожее с танцем синт здесь все-таки есть. Ну, наверное, основной момент схожести здесь именно в вставании в круг. Что в танце синт, что вот в пер-хули. Здесь танцоры становятся в круг. Как мы с вами знаем, ну, кто вникал в историю этого танца, в историю танца синт, мы знаем, что вставание в круг это нашими предками было символом такого, отображения солнца. И вот здесь, вот в танце пер-хули, мы видим, что танцоры выстраиваются в круг. То есть, может быть, да, здесь какая-то схожесть между этим пер и танцем синт. Какая-то схожесть здесь присутствует. Я не смею утверждать, пускай все-таки специалисты, я не знаю, хореографы, более такие профессиональные люди, они сверят, да, и, может быть, какую-то дадут этому свой комментарий, свою оценку. Вот. Ну, как писал известный ученый Всеволод Миллер, грузины знают осетин с тех самых пор, когда они узнали самих себя. То есть, связи грузинского и осетинского народов имеют, по всей видимости, очень древнюю историю. Вот. Это что хотел сказать я за танец синт. Далее, смотрите. Я еще раз воспользуюсь словарем Абаева. И что я хотел здесь подметить. Как мы с вами слышали от Аскера Хаширова, он в этих своих видео всячески пытается доказать, что адыги привили культуру танца осетинам, карачаевцам и балкарцам. И я вот хотел здесь один такой момент обсудить. Дело в том, что, наверное, не все знают, а точнее, наверное, многие не знают, в частности, среди осетин. У осетин, в частности, у дигорцев, у них раньше бытовал такой танец, который назывался сандрак. И что самое интересное, этот танец бытовал как у карачаево-балкарцев, так и у адыгов. И давайте сейчас опять вернемся к словарю Васо Абаева и почитаем за этот танец. Давайте, вот читаем. Сандрак. Дигорский хороводный танец исполнялся в старину в некоторых районах Дигории. Шеренга, состоящая из многих пар, начинала сперва танцевать на месте, выбрасывая попеременно левую и правую ногу. Движение делалось очень быстро. Когда вся шеренга танцоров приходила на месте в быстрое колыхание,
первая пара начинала отделяться от общей шеренги, не теряя взятого в танце темпа. За ней вторая и так далее. Туганов. Осетинские народные танцы. Сталинир. 1957 год. Страница 22-23. Уездон кафта сандрак. Куроехатца саудудак. Благородно плясала танец сандрак. Черная дрофа с журавлем. Гурджибети амбургонт 105. То есть это опять у нас идет ссылка на дегорского поэта Гурджибети Балашка. И вот внимание. Абаев опять раскрывает происхождение этого слова. Здесь очень интересно. Неотделимо, внимание, от тюркского сандрак, бред, бредящий в жару. Радлов 4.307. Движения танца сравнивались с движениями мечущегося в жару человека. Этимологически сюда относится, очевидно, и тюркское сандал. Качаться, бродить. Радлов 4.305. Юдахин. Киргизско-русский словарь. Москва, 1940 год. Страница 433. Занимающий нас танец бытовал также у кабардинцев. В рассказе П.П. Гнедича «В пустыне». Действие происходит в Кабарде. Читаем. У них, кабардинцев, Васо Абаев, праздник воскресенья. И лезгинку, и сандрак танцевать будут. Танцевать. Русский вестник, 1809 год. Октябрь, страница 166. А теперь у меня, внимание, вопрос к вам, Аскер Хаширов. Скажите, пожалуйста, если вы утверждаете, что адыги привили культуру танца осетинам, карачаевцам, балкарцам, тогда объясните мне, пожалуйста, почему танец сандрак, который бытовал у вас и у вас в частности, почему этот танец, название этого танца имеет тюркское происхождение, а не адыгское? Вот мне вот как-то очень интересно. Вы же так утверждаете, что, может быть, все-таки не нужно так вот однозначно как-то быть в своих каких-то суждениях. Может, просто иногда более внимательно изучить различные там исторические вопросы. Ну, в принципе, на этом я закончил. У меня такое очень длинное получилось видео. Всем спасибо за просмотр. Ну, а в качестве бонуса я хотел бы вам показать, продемонстрировать этот самый танец, танец сандрак. К сожалению, кроме ансамбля, государственного ансамбля Балкария, больше этот танец, не знаю, по-моему, больше ни у кого его нет. Я очень надеюсь, что наши осетинские хореографы, может быть, все-таки воссоздадут этот танец, и мы потом по достоинству его оценим. Мы, осетины, любители осетинского народного творчества. Ну, а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. И еще раз говорю, что через некоторое время, я точно не могу сказать, я выпущу вторую часть этого своего подкаста. Все. Всем пока.